Депутат Госдумы раскрыл планы вождя. Маск покупает еще одну соцсеть, и премьер-министр попадает под обстрел. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самое важное – интересные новости. Россия готовится к мобилизации или нет? Как понять? Лукашенко говорит, где на самом деле находятся границы Беларуси. Россияне отказываются летать за границу. Что ж случилось? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. Россия готовится к мобилизации. Замглавы Комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев говорит, что уже пора. По его словам, необходимо, цитирую, «готовить мужчин для большого противостояния с Западом». Нам Европа объясняет, что в 2028-2029 годах она и ее союзники будут готовы воевать с Россией. Здесь необходимо готовить мужское население и, естественно, защищать Родину. Об этом надо говорить и не стесняться этого. Потому что, если действительно предстоит, не мы это развязываем, мы об этом не говорим. Они говорят, что собираются с нами воевать. Это далеко не первое громкое заявление Журавлева. Ранее он утверждал, что все страны Балтии якобы должны принадлежать России, и сомневался, что армия Литвы сможет продержаться против РФ хотя бы один день. Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что никакой необходимости в новой мобилизации нет. По его словам, российская армия продвигается на десятках направлений, это была цитата, а поток добровольцев, заключающих контракты с Минобороны, стабильно покрывает текущие потребности. Мы поговорили об этом с военным аналитиком Яном Матвеевым. Это такой известный фрик на самом деле, и вполне возможно, либо через него тестируют там общественное мнение, реакцию, либо он просто от себятину несет, чтобы выделиться, чтобы как раз попасть в новостные сводки и так далее. Вторая волна может наступить в любой момент, когда того посчитает нужным Кремль. То есть, в принципе, у военкоматов все готово, но сейчас, естественно, они не хотят проводить вторую волну, потому что обходятся вот теми самыми контрактниками, которых нанимают за большие деньги, зазывают. Если понадобится, то вторую волну проведут. Но это, естественно, вызовет большие проблемы, политические в том числе, волнения будут очень серьезные. Естественно, Кремль всего этого не хочет, и поэтому мобилизацию не проводит. Ну, а к словам депутата Журавлева, не стоит относиться всерьез уж точно. Оппозиция Словакии инициировала вотум недоверия правительству Роберта Фицо, обвинив его в пренебрежении управлением страной и сближении с авторитарными режимами. Лидер партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечко заявил, что Фицо, цитирую, «оставил Словакию, предпочитая зарубежные визиты и встречи с диктаторами вместо решения внутренних проблем». Дополнительным поводом для недовольства стало осуждение Фицо школьника, отказавшегося пожать руку президенту Петру Пеллегрини в знак поддержки Украины. Мы публиковали это видео в нашем телеграм-канале. Не забудьте посмотреть и подписаться. Учитывая то, что Роберт Фицо уже достаточно накосячил, скажем так, за последнее время, это меняет ту парадигму, которая была в последние месяцы. То есть все больше граждане Словакии понимают, что то руководство, которое сейчас находится при власти, оно не соответствует интересам словацкого государства. Напомню, отношения Украины и Словакии обострились после решения Киева прекратить транзит российского газа в Европу, что затрагивает интересы Словакии. В ответ Фицо пригрозил прекратить экспорт электроэнергии в Украину и сократить помощь украинским беженцам. Российский дрон пролетел рядом с местом переговоров президента Украины и британского премьер-министра. Беспилотник был замечен недалеко от Мариинского дворца в Киеве, где проходила встреча Владимира Зеленского и Кіра Стармера. Лідери прокоментували кожен по-своєму. В тому, що стосується удару дроном, сьогодні, дивіться, це нагадування для всіх нас, що бачать українці кожен день. І це реалізується для нас, але це щоденна загроза, з чим стикається Україна. Ми передамо привіт їм також. Украинские военные взорвали ствол критически важной шахты под Покровском, чтобы помешать российским войскам
использовать подземные тоннели для обхода города. Шахта в Покровске является единственным местом добычи коксующегося угля в Украине, который необходим для сталелитейной отрасли. Из-за приближения российских войск добыча угля на шахте была приостановлена. Оккупанты стремятся окружить Покровск, взять его в полукольцо, считают украинские военные, для того, чтобы перерезать логистические пути и изолировать город. Украинские защитники продолжают оказывать сопротивление, чтобы предотвратить окружение и захват города. Ну а мы спросили у военного аналитика Яна Матвеева о том, какая ситуация непосредственно на поле боя. Они пытались это сделать с одной стороны, сейчас начинают наступать и с другой. Действительно, вновь мы видим вот эту тактику, когда какой-то крупный укрепленный район или населенный пункт, он охватывается с двух сторон российскими войсками. Во всяком случае, они пытаются это сделать с тем, чтобы не воевать в самом городе, чтобы не штурмовать его в лоб, а, соответственно, вынудить ВСУ оттуда отойти. Что касается уже южного, юго-западного и уже практически западного фланга Покровска, там идут сейчас бои за село Котлино. Действительно, российская армия продвигается не очень быстро. За последнюю неделю примерно на 1,5 километра они продвинулись, но тем не менее продолжают давить именно там. При том, что на сам Покровск они не пытаются наступать, то есть, те попытки, которые есть, они не столь существенны. С другой стороны, мы видим атаки в районе Воздвиженки. Воздвиженка была захвачена, это как раз уже восточный фланг, это довольно далеко от Покровска и Мирнограда, но, тем не менее, там тоже, если российским войскам удастся прорваться, они смогут выйти как раз уже на восточную окраину вот этих двух городов украинских и попытаться как раз осуществить вот этот двойной охват с тем, чтобы в какой-то более отдаленной перспективе уже вытеснить украинских военных из города. Лукашенко рисует новые границы Беларуси, призывая поляков с ним не ссориться, потому что сразу вспомнит, кому принадлежит половина Польши. Литовцы наелись белорусов. Там же националисты наши приехали, спасибо им, и начали уже рассуждать о том, что Вильна и прочее – это белорусские города. Литовцы не знают, что с нашими беглыми делать. К этому идут поляки. Белосточчина – это белорусские земли. Ты сам оттуда, с Гродненска. Ты с Лиды, да, как ты говорил, но там рядом. Вот. Россияне массово отказываются от зарубежных поездок. По данным Российского союза туриндустрии, около 30% туристов аннулировали путевки из-за дополнительных расходов на билеты и неудобных переносов рейсов. Все это из-за крушения самолета АЗ-АЛ под Актау в Казахстане и последовавшей отмены рейсов авиакомпании Fly Dubai. Многие отели отказались возвращать деньги за бронирование, особенно в популярных направлениях, таких как Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы, где в январе высокий сезон. Туроператоры отмечают, что постоянные изменения в расписании вызывают недовольство клиентов, а некоторые перевозчики продолжают переносить сроки возобновления рейсов. Самолет Embraer авиакомпании АЗ-АЛ, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря. По данным источников, причиной катастрофы могла стать ракета российской ПВО, разорвавшаяся рядом с лайнером. Пилоты пытались запросить экстренную посадку, но столкнулись с отказом в российских аэропортах. Попытка дотянуть до Актау завершилась трагедией. Илон Маск может купить TikTok. Китай рассматривает вариант продажи американской части компании. План предполагает передачу управления платформе X, ранее Twitter, для совместного контроля над бизнесом. Но ByteDance, владелец TikTok, пока не подтвердил участие в переговорах. Все дело в том, что Верховный суд США 9 января рассмотрел вопрос о запрете или продаже TikTok из-за угрозы национальной безопасности. Решение по этому делу должно быть вынесено до 19 января, за день до инаугурации Дональда Трампа. Если они продадут TikTok без алгоритма, назовем его мозгом, стоящим за технологией, то в этом случае он, вероятно, будет стоить меньше $50 миллиардов, если они его продадут. Но послушайте, это игра в покер с высокими ставками. Администрация Трампа в конечном итоге не захочет запрещать TikTok. И я думаю, что это только начало.
Китайское правительство, обладая золотой акцией в ByteDance, стремится сохранить контроль над TikTok. Американские законодатели опасаются, что это позволяет Пекину влиять на работу платформы. Администрация настаивает, что китайское правительство не вмешивается в их глобальные операции. Ни TikTok, ни Илон Маск пока не дали официальных комментариев. И еще одна новость про Маска. Министерство обороны Германии и Бундесвер уходят из Твиттера. Они приостановили обновление своих аккаунтов в социальной сети X. Мы оставим наш X-канал бездействующим до дальнейшего уведомления и не будем ничего активно публиковать в настоящее время. Мы решили пойти на этот шаг, потому что обмен фактами становится здесь все более трудным. Тревогу вызвало открытое вмешательство Илона Маска в немецкую политику. В декабре он поддержал правопопулистскую партию «Альтернатива для Германии», раскритиковал канцлера Олафа Шольца, назвав его дураком, и даже провел чат в X с лидером «Альтернативы для Германии» Алисой Вайдель. Этот шаг в Германии восприняли как попытку повлиять на исход предстоящих внеочередных выборов, которые пройдут 23 февраля. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки, комментарии, не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Ну, у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.